первой бзыбской школе обучается 510 детей. Особое внимание здесь всегда уделялось физическому здоровью. Однако на протяжении долгих лет проводить уроки физкультуры в полную меру не удавалось. Во время войны школьный спортзал сильно пострадал. Его восстанавливали местные мастера. Однако позже один из элементов конструкции обрушился. Занятия в зале были приостановлены. Во времена Советского Союза вот этот спортзал, который раньше было построено, и в 1989 году крыша провалилась. И потом никто его не делал, и так Советский Союз развалился. И, как вы знаете, 1992 год у нас началась война. Вот здесь вот прямо вот в этом месте выросли два дерева. Большие, аж высотой около 30 метров. Но мы сюда никогда не заходили, все срезали, решили своими руками отремонтировать. Помогли родительский комитет, учителя, кто что мог, посильную помощь оказали, и мы восстановили. Общими силами то, что было, значит, шифер, все, что можно было вокруг взять, мы взяли с учителями Роман Георгиевич и я. Сузар Татович, был такой совхоз, их труд здесь очень многое сделано. Вот они начали достраивать как-нибудь, чтобы дети ходили в спортзал. И мы построили этот спортзал в то время своими силами. После этого прошло некоторое время, появились на стенках трещины. Вызвали геодезиста, геодезист пришла Майтоп, она сказала, что ни в коем случае не должны сюда дети заходить в аварийном состоянии. По словам директора первой бзыбской школы, проводить занятия физкультурой становилось все сложнее. Шли дни, а вместе с ними увеличивалось и количество учащихся. Но вот уже более года в образовательном учреждении ведется строительство нового спортивного зала, финансируемое из районного бюджета. Благодаря Юрию Львовичу Хагуш в данное время строится спортзал. Вы видите, в каком состоянии уже закругляются. И благодаря его все было сделано. Спасибо ему огромное. Старое здание спортзала было полностью разобрано, и на его месте возводят современное помещение, соответствующее всем требованиям безопасности и функциональности. На текущем этапе уже установлены окна, ведется внутренняя отделка, устанавливаются современные осветительные приборы, система отопления, баскетбольные щиты, волейбольные и защитные сетки и электронное табло. Специалисты скоро нанесут разметки для баскетбольной и волейбольной площадок. И уже совсем скоро спортзал распахнет свои двери для школьников. 18-19 декабря, если я не ошибаюсь, наверное, если будет готов, мы здесь примем наших гостей. Сюда проводится по зонам, потом 4 сильнейших команд встречаются, и полуфинал и финал проводим. Ну и что, проведем здесь. Новый зал будет просторным, безопасным и многофункциональным, что позволит проводить не только уроки физкультуры, но и районные соревнования. Также рядом появится футбольное поле с беговыми дорожками. Новый комплекс станет центром спортивной жизни как для школьников, так и для всех жителей Гагарского района, предоставляя возможности для тренировок и проведения соревнований. Гугут Савардания, Руслан Квициния, Абхазское телевидение.